170 километров разделяют Екатеринбург и татарскую деревню Аракаево в Нижнесергинском районе Свердловской области. Сегодня вместе со съемочной группой ТНВ к аракаевцам приехали журналист телерадиоцентра «Юляй» из Финляндии Стефан Брунов и профессор, доктор юридических наук Ярма Костинин. Попробуйте. Гостей встретили традиционным татарским угощением – чак-чаком. Приветственную песню в национальных костюмах исполнили участницы вокальной группы местного фольклорного ансамбля «Сардарья». Творческий коллектив уже на протяжении 55 лет – визитная карточка уральской татарской деревни Аракаево. Амина Апага 84 года. Уже через несколько минут она завела в общий хоровод и своих подруг по ансамблю, и Стефана с Ярмо. По признанию Стефана, мать его деда из России. Она носила фамилию Аминова, что, может быть, говорит о татарских корнях журналиста. Шутка о том, что именно это позволило гостю из Европы так быстро научиться танцевать, сделала дальнейшее общение еще более неформальным. Как жизнь здесь, чем люди занимаются, чтобы хлеб получить на стол, как говорится? Подсобное хозяйство. У меня вот я 2 коровы сама держу дома. Стефан рассказал, что он представитель шведоязычного населения Финляндии, которое составляет около 6% от общего количества жителей страны. Несмотря на это, шведский язык наравне с финским является государственным языком. Также в Финляндии есть татарская диаспора – около 1000 человек, в основном выходцы из областей Нижнего Новгорода. Это было очень интересное общение. Думаю, что полезное и познавательное для обеих сторон. Мы отвечали на вопросы о наших традициях и обычаях, в свою очередь сами узнали много нового о жизни людей в Финляндии. Знакомство с жизнью татар в деревне Аракаево продолжилось экскурсией по национально-культурному комплексу. Клуб был построен 2 года назад. Его директор Салават Губаев показал финским журналистам танцевальный и зрительный зал, библиотеку, музей. Он подробно рассказал об истории татар села Аракаево, в частности о том, что первые упоминания в архивах о деревне появились более 400 лет назад. Гостям показали старинную бытовую утварь, одежду, украшения. Отдельный стенд в местном музее посвящен знаменитым жителям села Аракаево. Многие из них стали заслуженными профессорами, учителями и артистами Советского Союза и России. Финских друзей также заинтересовала выставка фотографий в коридорах комплекса. Это оказались кадры с моментами татарского национального праздника Сабантуй. Он сегодня уже не просто чисто татарский, башкирский праздник, он уже как бы межнациональные рамки он уже перешел. Праздник Сабантуй всегда проводится на природе. Деревня Аракаево расположена на берегу реки Нижняя Серга. Вплотную к ней подступают хвойные леса и березовые рощи. Стефан и Ярма не могли не заметить удивительную красоту здешних мест. Это такое красивое место вообще, что я надеюсь на то, что и в будущем будут люди жить здесь. После небольшого чаепития Стефана и Ярма попросили оставить автографы в книге почетных гостей села Аракаево. Вместе с добрыми пожеланиями журналисты поделились впечатлениями о местном национально-культурном комплексе. Активный, элойса. Это активный такой оживленный клуб. Ja yllättävän rikas, niin kun on resursseja, vaikka on näin pieni kylä. Это удивительно, что столько есть ресурсов, хотя можно сказать, что деревня такая маленькая. Встреча завершилась обменом контактными данными, адресами и подарками. Стефан и Ярма могут быть уверены, у них появились добрые друзья на Урале, а все моменты их пребывания в селе Аракаево надолго останутся в памяти у его жителей. Альфия Габдушева, Александр Федосеев, Салават Киямов, ТНВ, Свердловская область.